Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этой минуте. Сложная пожароопасная ситуация сохраняется в Мирнинском районе. Прямое включение нашего корреспондента. В республику поступило более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Необычный арт-объект установили в городском парке Ленска. Расскажем подробнее про новую инсталляцию. В селе Сите ведется работа по 5 пожарам, из которых 4 объединились по территории, заявил глава Кобяйского улуса Иван Левин. Ближе к выходным ожидается усиление ветровой нагрузки. Порывы будут достигать до 20 метров в секунду. В связи с чем есть вероятность, что возле поселка огонь будет перекидывать через верховую. Для защиты населенного пункта будут проводиться встречные отжиги, из-за чего ожидается высокая задымленность внутри поселка. Поэтому мы сейчас составляем списки, у кого хронические заболевания респираторных, то есть дыхательных органов, аллергиков, астматиков, стариков, будем вынуждены из поселка эвакуировать. Но вопрос эвакуации и размещения ПВР где-то в районном центре или в ближайшем населенном пункте, или вот сейчас рассматриваем вопрос, допустим, у реки Лена, где благоприятные. Но решение будет принято сегодня вечером или завтра утром. То есть такого решения об эвакуации пока еще официально не принято. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 173 природных пожара. За сутки ликвидировано 9 на общей площади свыше 3000 гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов пожаров. На защиту населенных пунктов Бяськуэль, Кырыкы, Кылаи и Сельдюкар задействованы специалисты МЧС России. В Усть-Алданском районе была задействована авиация ведомства, произведено 25 сбросов и слито 78 тонн воды. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2514 человек и 344 единицы техники. Сегодня аэромобильные группировки Главного управления продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России. Планируется применение близ населенных пунктов Кылай, Сите, Кырыкы, Малыкай, Сюльдюкар и Гыахтах. Сегодня сложная пожароопасная ситуация сохраняется и в Мирнинском районе. Из-за сильной задымленности там не летают самолеты и не ездят машины. Напомним, минувшим днем с рабочим визитом город Мирный посетил глава Якутии Айсен Николаев, где провел совещание КЧС по пожарам. Сегодня там находится мой коллега Дмитрий Тымыров. Он с нами сейчас на прямой связи. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, когда обещают улучшение ситуации по пожарам и когда начнут летать самолеты? Лера, добрый день. Сейчас мы находимся, можно так сказать, в самом центре алмазной столицы. Здесь, получается, с правой стороны у меня районная администрация, с левой стороны у меня, получается, администрация города Мирный. Ну, как вы видите, здесь стоит дым, и такая картина здесь наблюдается вот уже в течение 2 недель. Об этом нам сообщил первый заместитель главы района. Из-за сильной задымленности здесь не летают самолеты. Также закрыто автодорожное движение между близлежащими районами и населенными пунктами. Хочется отметить, что из-за задымленности здесь было рекомендовано людям не покидать свои дома, лучше сидеть дома. И минувшим днем здесь побывал глава Якутии Айсен Николаев, где он порекомендовал заместителю главы района отработать вопрос по сокращению количества рабочих часов рабочего дня. Давайте послушаем, что он сообщил вчера во время совещания. Дано мною поручение также, чтобы здесь все-таки были для людей в условиях такой сильной задымленности сделаны послабления по работе. Вот в Якутске, например, было выпущено решение, рекомендация работодателям для людей делать укороченный рабочий день. Здесь, я думаю, тоже это вполне спокойно можно делать. Также, конечно же, надо усиливать работу и скорой помощи для более быстрого реагирования на жалобы людей.
Ну, данный вопрос сейчас стоит уже на контроле представителей администрации района. Этот вопрос уже завтра поднимут на уровне работодателей и бюджетной сферы. Давайте послушаем, что нам об этом сообщили в администрации района. После вчерашнего совещания при главе республики, значит, нами отработаны все поручения главы. В частности, его поручения по отработке по работодателям, по снижению нагрузки на работающих граждан нашего района. Сейчас прорабатывается обращение в адрес работодателей. Мы рассмотрели ситуацию по бюджетным организациям. Ну, сегодня у нас каникулярное время, поэтому школы, дополнительное образование сегодня находятся на каникулах, и нагрузка на них минимальная. Но, тем не менее, управление образования, школы, дополнительное образование прорабатывают этот вопрос, чтобы освободить тех, кто имеет заболевания органов дыхания, ну или какие-то сопутствующие заболевания. По основным недропользователям, промышленным предприятиям будет соответствующее обращение от оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Ну, завтра состоится у нас штаб, и там будет доведена информация до всех работодателей. Ну и в конце хочется отметить, что мы здесь находимся вторые сутки и ориентируемся по задымленности по этой башне, которую вы можете сейчас посмотреть. Как нам сообщили в районной администрации, утром задымленность здесь самая густая, большая, можно так сказать. И в утреннее время от этой башни практически его не видно. И вот сейчас мы можем его наблюдать, и даже, можно так сказать, солнце здесь появилось, светит, но не так светло, как обычно бывает. Ну а в ближайшие дни здесь, возможно, будут осадки. В близлежащих районах уже пошли где-то дожди идут. И, возможно, завтра здесь начнут летать самолеты. Ну а мы будем надеяться, что ситуация с дымом здесь в последующие дни улучшится. И мы полетим в город Якутск. На этом у меня все. Спасибо, Дмитрий, за информацию. Я напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В Якутии пройдут опытные исследовательские учения по ликвидации ЧС в арктической зоне. В рамках Года науки и технологий в 7 регионах страны, в том числе и в Республике Саха-Якутия, пройдут комплексные опытно-исследовательские учения по исследованию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне, на которых предстоит опробовать передовые технологии реагирования и оказания помощи. Со 2 по 8 сентября пройдут уроки безопасности, выставки специальной техники, различные семинары, круглый стол с представителями якутской территориальной подсистемы РСЧС и науки, а также практические учения в поселке Тикси. Глава республики Айсен Николаев провел встречу с активистами и представителями общественного движения «Народный актив» в рамках рабочей поездки в Мирнинский район. Вместе с президентом компании «Алроса» Сергеем Ивановым глава республики рассмотрел предложения жителей. Поступает много предложений, начиная от вопросов по борьбе с лесными пожарами и коронавирусной инфекцией, заканчивая озеленением населенных пунктов. Глава республики выразил уверенность, что многие рассмотренные предложения будут реализованы и претворены в жизнь. Очень хорошее движение здесь появилось, называется «Народный актив», которое как раз суммирует предложения жителей, собирает предложения жителей по улучшению жизни в каждом конкретном населенном пункте Мирнинского района, и потом их доносят уже до руководства района. Ну и сегодня я тоже нашел время, и мы с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым встретились с народным активом, обсудили те вопросы, которые ставит население. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на территории республики выявили 144 случая коронавирусной инфекции. Так, 80 из них зафиксировали в Якутске, 15 в Сунтарском районе, 13 в Нерюнгринском, 7 в Мирнинском, 6 в Усть-Алданском районе. По 5 случаев заболевания зарегистрировали в Алданском и Ленском районе. Еще в 7 районах зарегистрированы от 4 до 1 заболевших. Кроме того, в республику поступило 10 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник Ви» и 15 тысяч доз «Спутник Лайт». Сегодня мы оцениваем ситуацию в Мирнинском районе. Там зарегистрировано 7 случаев.
Необходимо обратить внимание, что половина случаев зарегистрирована в северном кусте Мирнинского района. Это Айхало-Удачнинский куст. И в связи с этим, вчера на заседаниях соответствующих оперативных штабов под руководством главы Республики Саха-Якутия были приняты непосредственно ряд мер, направленных прежде всего на соблюдение норм санитарно-эпидемиологического характера на производственных участках недропользователей, а также на территории населенных пунктов. Необходимо обратить внимание по Мирнинскому району на то, что на настоящий момент поступившая вакцина, в том числе, направляется на Мирнинский район для того, чтобы продолжить уже поднятые и в этом районе темпы вакцинации. Данная установка была принятым решением главы Республики Саха-Якутия и руководством компании «Алроса». Как избежать тяжелых последствий коронавируса? На эти вопросы ответили медики и те, кто переболел COVID-19. Подробности далее. У меня также было чувство вины перед моими родными и близкими, потому что им очень тяжело было переносить это. Меня они не видели, меня они не слышали, и им сказали, что готовьтесь к худшему. Жизнь после ИВЛ. Людмила Кукоба с болью вспоминает самые трудные дни для ее семьи. Полгода женщина лежала в Удачнинской больнице. 3 месяца в реанимации со 100% поражением легких. Врачи давали неутешительные прогнозы, но Людмила выжила. Как показывает статистика, в реанимацию с тяжелой формой пневмонии попадают непривитые пациенты. Те, кто отказались от вакцинации или получили медотвод. Сегодня самой эффективной мерой борьбы с коронавирусом считается вакцинация. По словам медиков, чтобы выработался коллективный иммунитет, 70% населения должны привиться. До и после прививки врачи рекомендуют не пренебрегать мерами защиты. В общественных местах нужно носить маску, чтобы защитить себя и других. Человек считается полностью иммунизированным после 2-3 недель от второй дозы вакцины. Если взять аппарат управления Удачнинского ГОКа, у нас практически 100% все вакцинированы, и никаких последствий ни у кого нет. Поэтому все же я надеюсь, что здравый смысл там восторжествует, люди будут больше доверять тем людям, которых знают, видят, и кто действительно вакцинировался. Довериться отечественной вакцине готова и Людмила Кукоба. Через полгода она планирует привиться. Я не имею права советовать людям. Но если бы я не попала в реанимацию, я бы, наверное, прививку сделала. Иванна Филиппова, Ирина Балкова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В течение последнего месяца в Нерюнгринском районе не снижается уровень заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено 163 новых случая. Это почти на треть больше, чем в предыдущую. У органов власти и населения нет причин для расслабления и отказа от ограничительных мер. На связи с Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, добрый день. Расскажи, что сегодня принимают в районе для соблюдения ограничительных мер. Добрый день, Валерия. Штаммы, действующие на территории республики, сегодня подвергают заражению все возрастные категории, от жителей пожилого возраста до детей. Специалисты оперштаба контролируют предупредительные меры, связанные с предотвращением и распространением заболевания. В первую очередь это касается массового запрета мероприятий, а также строгого контроля за соблюдением всех ограничительных мер. По каждому случаю выявления заболевания в трудовых коллективах организуются противоэпидемические мероприятия Роспотребнадзора. Рядом с нами сейчас находится начальник территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Воробьев. Сергей, добрый день. Все ли руководители уделяют должное внимание исполнению требований по предупреждению распространения ковид? И какие меры применяются к нарушителям? Добрый день. В общем-то, нами проведена определенная организационная работа по проведению профилактических мероприятий, в том числе и на промышленных объектах. И основные меры, конечно, применяются. Однако при проведении разного рода проверок, плановых, неплановых мероприятий, либо проведения санитарно-эпидемиологических расследований по случаям выявления новой коронавирусной инфекции среди работников предприятий, выявляются факты нарушения, по которым применяется административная практика. В частности, это применение статьи 6.3, часть 2, за
нарушения требований санитарного законодательства в условиях повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации. И по этим фактам составляются протоколы в отношении должностных лиц, в отношении юридических лиц, которые направляются для рассмотрения в судебной инстанции. По всем протоколам применяются меры административного воздействия в виде штрафов. Пока еще приостановки деятельности объектов разного направления деятельности нами не применялись. Однако, если грубые нарушения будут выявляться, эти факты будут пресекаться вплоть до приостановки деятельности объектов. Еще интересует нас, должны ли отпускники сегодня отчитываться после своих отпусков и сдавать анализы, тесты? Согласно последнего указа главы республики, тестированию на новую коронавирусную инфекцию должны подвергаться все граждане, которые возвращаются из отпусков, командировок и выходят на свое рабочее место. Контроль за этим осуществляется в первую очередь со стороны администрации предприятий, ну и нами этот контроль осуществляется при проведении санитарно-эпидемиологических расследований, в случае, если там случаи возникновения коронавирусной инфекции на предприятии возникают. Мы запрашиваем информацию по вакцинированным гражданам, работникам данных предприятий, по обследованию в случае выхода на работу после отпускной поры и так далее. Ну и опять-таки по всем фактам нарушения будут применяться меры административного воздействия. Спасибо, Сергей. А что касается вакцинации, сегодня в Нерюнгри привито первым компонентом вакцины около 19 тысяч нерюнгринцев, а полную двухкомпонентную фазу прошли 14 тысяч нерюнгринцев. По мере поступления вакцины в район массовая вакцинация будет продолжена. Валерия. Екатерина, благодарю за подробную информацию. А я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Екатерина Павлова. А в Ленске установили необычный арт-объект и фотозону. Такую двойную функцию несет новая инсталляция в городском парке. Имитированные качели со скульптурой в виде семейства белок появились недалеко от фонтана, расположенного в центре парка. Автор малого архитектурного произведения – известный якутский скульптор Николай Чочасов. Новый арт-объект появился в рамках реализации программы по благоустройству общественных территорий. Не только полюбоваться, но и сфотографироваться теперь можно возле изваяния главного символа Ленского парка. А вот почему именно белок решили усадить на деревянные качели – это отдельная история. Учитывая, что в нашем парке очень много белок, популяция это уже с каждым годом, как говорится, растет из года в год, мы решили, что это будет самая уместная архитектурная форма в нашем парке. Так как у нас парк представляет собой лесной массив, здесь очень много присутствует и кедра, и сосны, и ели. Все-таки за основу была принята концепция управлением архитектуры республики, концепция именно шишки, именно белок. И поэтому вот родилась вот такая малая архитектурная форма. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.